чуть уверенней. Газуем, газуем. Сейчас на перекрестке будем делать разворот. Уже нужно перестроиться здесь. Поворотники включаем обязательно. Зеркала смотрим. Левые. Здесь делаем разворот на перекрестке. Таймер смотрим. Уже 4. Зеленый заморгал. Останавливаемся перед стоп-линией. Стоп. Поворотники не забываем. Включаем. Так, основная задача сейчас у нас будет выехать до серединки перекрестка и встречным автомобилям не мешаться, которые двигаются со стороны Палладиума. Ну, вот, Кроун, видите? Да. А вот он поедет прямо, а нет, он поворотник включил. Тогда слишком вперед не уходите. Ему тоже не мешаете, вот он налево поворачивать будет. Главное, вот с левой стороны ширину проезжей части рассчитайте, обязательно должны по траектории вместиться. Все, начинаем. Движемся. Доезжаем до серединки, слишком вправо не уводим машину. И руль до упора. Ага. Все, по траектории поместились. На встречку не выходим. Отлично. И двигаемся дальше прямо. Сейчас поедем прямо по перекрестку. А если инспектор молчит, в каком направлении двигаемся? Прямо. Либо по направлению главной дороги. По перекрестку поедем направо. Перекресток проехали, нерегулируемый. Ага. Требования инспектора не игнорируем. Игнорирование требований инспектора. Сколько баллов у нас за это дает инспектор? 5? 3. 3. Ага, 3 балла набрали. Поэтому вот локацию города надо как следует изучить. И чтобы вот таких моментов не было. По карте можно даже там. Яндекс.Карта есть. Там можете посмотреть. А в 2GIS можно? В 2GIS там картинок нету, но там по карте можно посмотреть просто. Осторожно, бордюр. На бордюр не наезжаем. На левую соседнюю полосу тоже не наезжаем. Стоп, дистанция. Безопасно удержим. Стоп. Что там? Человек. О, опасно. Все, едем. Набираем максимально разрешенную скорость. Сколько здесь у нас? 60. Ага, набираем. Набрали? Еще нет. По перекрестку поедем направо. Так, сейчас будем выполнять поворот направо на улице Петровского. Задание такое: найти место и выполнить разворот вне перекрестка. Значит, вы сейчас должны будете вот на правую полосу заехать. Далее перестроиться сразу же на левую полосу. Перестраиваемся на левую полосу. Все, и далее отсюда ищем прерывистую разметку.
Ну, можно дальше проехать. Там тоже есть поворотники, включаем. И вот здесь вот давайте выполним. Все. И резко руль до упора. Чуть-чуть притормаживайте. Раз, два и выравниваем. Сейчас поедем направо по перекрестку. Зеркала смотрим, перестраиваемся. С 4 минут заканчивается, поэтому можно уже скорость сбавить и остановиться. Вот такс. Развороты вне перекрестка, получается, можете делать вот где прерывистые разметки. Вот на этом участке, вот на Петровского, их получается 3 штуки есть. Ага. На прошлом экзамене парень по этой дороге ехал и развернулся там, где Тургенева. И со стороны Тургенева там сплошная разметка была. Он там выполнил разворот. Получается, он по сплошной поехал и плюс еще не вписался в поворот. В бордюр уперся. И еще задним ходом поехал. Там он кучу ошибок совершил. А мог бы, например, вот здесь вот выполнить разворот как бы и спокойно экзамен сдать. Это из-за одной ошибки? Но это грубая ошибка. Там получается много ошибок в одном действии. Сплошную пресек. Это уже ошибка. Задним ходом на перекрестке поехал. Тоже ошибка. Так, сейчас мы с вами по перекрестку поедем направо. Поворотик раньше времени здесь не включаем, чтобы никого не вводить в заблуждение. Вот отсюда можно включить направо. Сейчас мы сидим, подъезжаем к перекрестку и смотрим сразу направо знаки. 20 и снизу видите протяжение 100 метров написано. Вот это получается мы едем до последней искусственной неровности здесь. Так. Получается, когда вы повороты делаете налево или направо, вы должны привычку себе развивать. Постоянно подъехали, повернули голову, посмотрели, знаки есть, нету по ограничению скорости. Либо там другие какие-нибудь знаки. Ближе держитесь к разметке. Ага. На искусственной неровности скорость сбавляем. У нас получается здесь 20. Первая искусственная неровность. И вон где автобус едет, там вторая искусственная неровность. На ней закончится 20. Значит, после вот этой искусственной неровности сколько у нас скорость? У нас после 40. Знаков не было? Не было знаков, значит 60. 60. Это теоретически получается у нас 60 здесь. Но вот из-за того, что у нас видимо здесь ограничено вот автомобилями, тут Да, слишком шибко быстро, лучше не ехать. Пешеходный переход. Если рядом люди ходят, скорость должны сбавлять. Если людей нету, то темп можно не сбавлять. Как будто бы уже осень пришла. Ага. Так есть. Сейчас поедем налево по перекрестку. Опять смотрим таймер. 4. Все, зеленый заморгал. Указатель поворота сразу включаем заблаговременно. Ой, тут что-то есть, да? Нет, ничего нету. Здесь поворот левый. Ага, обычный поворот левый. Поворот левый. Сейчас выезжаем прямо по траектории. Далее находите центр.
Слишком вперед не уезжайте. Здесь перекресток немножко кривой. Вон спереди автошкола у нас стоит. У них сегодня экзамен. Не мешайтесь. Здесь останавливаемся раньше. Угу. Стоп. Вот тут вот примерно центр. Посмотрите-ка по сторонам, в правое окно и в левое окно. Видите, машина встречная, которая поворачивает, их левая полоса свободная. Все, поехали, завершаем. Можете чуть вперед проехать дальше серединки и завернуть в крайнюю правую сразу. Вот так вот. Либо могли с этого же места выкрутить руль до упора и поехать в левую полосу. Поворот левый осуществляйте в любую полосу. Хоть в левую, хоть в правую. Под углом 90 градусов. Если встречных автомобилей нету, можете так вот, как сейчас, проехать вперед и под углом 90 градусов завернуть вот в правую полосу. Ограничение скорости сколько? 60. Внимательно знаки смотрим. 40. Нам нужно будет найти место и выполнить остановку. А вот здесь с правой стороны, вот на парковке мы могли бы остановиться. Да. Угу. Одно место проехали. Все, стоп. Фиксируем ручник. Ой, извините. И парковка. Ага. Все.